Сценическое действие погружает зрителя в историю каждого персонажа, их воспоминания о прошлом. Это спектакль и о времени сегодняшнем, о пересечении поколений, о любви и непонимании, о желании понять, но не умении это сделать. Действие происходит в доме престарелых. В новом спектакле я играю старика Эмира Амета. Ему 82 года. Он прошел через многие трудности. Свои последние годы он вынужден провести в доме престарелых. В спектакле «Мирометлик Эва. Дом милосердия» глубоко затронута нравственная проблема. Она связана с отношениями детей и родителей. Дети со спокойной душой устраивают в дом престарелых своих родителей, отцов и матерей. Идея пьесы – призвать людей уважать своих близких, делится автор произведения Эдип Эмиров. Сверхзадача состоит в том, чтобы продемонстрировать то, каким образом мы, крымские татары, можем выходить из подобного рода проблематичных ситуаций. В этой постановке существует несколько, если быть точным, двое ярко выраженных антагонистов. И эти антагонисты своим примером покажут, какими не быть. Сюжет спектакля настолько близок к зрителю, что даже те, кто не знает крымско-татарского языка, на премьере были под впечатлением от этой истории. Премьера прошла с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора. Зрители рассадили на расстоянии 1,5 метра. В течение 2 часов они смогли прочувствовать эмоциональную атмосферу спектакля. Еще раз задуматься над самой главной проблемой, которую поднимают артисты. Этот спектакль именно об этих людях, о нашем старшем поколении. Дабы мы никогда не забывали о них, звонили им, переживали за них, спрашивали, как их здоровье, и просто молились за них. Без внимания не оставлены юные зрители. Для них подготовили сказку «Алтынсач» по мотивам всем известной Златовласки. А для создания зимней новогодней сказки приглашен ведущий режиссер Русского академического театра Юрий Хаджинов, Гузель Мамбетова и Асан Зевадинов. Телеканал «Миллет».